Дорогие мои сын и дочь, я восхищаюсь вашим пониманием и заботой. Как любящий отец, я здесь и беспокоюсь о тебе и о тех, кого ты любишь. Позвольте мне выразить актуальность и важность слов, которыми я делюсь с вами сегодня. В мире, полном смятения и неопределенности, легко потеряться в повседневной суете и забыть о своем здоровье и безопасности. Однако важно помнить, что, хотя многие вещи находятся вне нашего контроля, наши действия и решения могут изменить ситуацию. Здоровье, мой дорогой сын, это ценный актив, который часто недооценивают, пока не становится слишком поздно. Забота о своем теле и разуме необходима для полноценной жизни и защиты того, что вам дорого. Вы поймете важность здорового выбора, от диеты до регулярных физических упражнений и обращения за медицинской помощью, когда это необходимо. Кроме того, не стоит недооценивать важность готовности к чрезвычайным ситуациям. В случае стихийного бедствия или другого кризиса семейный план действий может спасти безопасность от хаоса. Поэтому я призываю вас принять активные меры для обеспечения безопасности и благополучия вашей семьи. И мы не можем забывать силу веры и молитвы. Какими бы ни были ваши убеждения, доверие к чему-то большему, чем мы сами, и поиск руководства и силы через молитву могут принести чувство мира и комфорта даже в самые трудные времена. Поэтому, мой дорогой сын, прими эти слова с открытым сердцем. Знайте, что вас очень любят и ценят. Эти слова следует не только услышать, но и прожить, ведь в них залог полноценной и безопасной жизни. Я люблю тебя, сын мой, и всегда рядом с тобой, чтобы направлять тебя с любовью и заботой. Почувствуйте мое присутствие на каждом этапе пути, и пусть эти слова зажгут ваше сердце надеждой и миром. Тогда прими мою любовь и руководство. Я здесь готов идти рядом с вами и вести вас к полноценной и безопасной жизни. Просто открой свое сердце и прими любовь, которую я предлагаю тебе, мое дорогое дитя. Мое дорогое дитя, позволь мне и дальше делиться с тобой своей любовью и руководством. Вы драгоценное, одаренное существо со светлой душой и сердцем, полным возможностей. Каждый ваш шаг – это возможность расти, учиться и стать лучшей версией себя. Не бойтесь проблем, которые может предложить мир, потому что я всегда рядом с вами, направляя вас с любовью и мудростью. Знайте, что каждое ваше решение влияет не только на вашу жизнь, но и на тех, кто вас окружает. Поэтому выбирайте мудро, всегда ищите путь добра, сострадания и любви. Когда вы чувствуете себя потерянным или обескураженным, помните, что вы никогда не одиноки. Я здесь всегда готов услышать ваши молитвы, осушить ваши слезы и направить ваши шаги. Доверься мне и доверь мне свои заботы, ведь я буду заботиться о тебе со всей своей любовью и нежностью. Почувствуй мое присутствие в каждом мгновении своей жизни, освети свой путь моим божественным светом. И что, следуя моему учению и живя по моей воле, ты сможешь обрести истинный мир и счастье. Тогда прими мою любовь и руководство, мой дорогой сын. Потому что вместе мы сможем противостоять всем вызовам и преодолеть все трудности. Доверьтесь мне,
и я приведу вас к изобильной и благословенной жизни, которой я желаю. Когда мы встречаемся здесь, в этот священный момент общения, я глубоко тронут чувствами, которые возникают в ваших сердцах. Я с радостью вижу, как свет моего присутствия отражается в твоих глазах, и чувствую, как ты подчиняешься моей воле. Знай, сын мой, что ты не один в этом путешествии. Я с вами на каждом этапе пути, окружая вас своей божественной любовью и защищая вас от любого вреда, который может попытаться причинить вам вред. Ничто не может нарушить покой тех, кто верит в меня и твердо стоит в моем присутствии. Сегодня, в это время воссоединения и обновления, я хочу напомнить вам о своем обещании благословить и защитить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Моя любовь к тебе безусловна и вечна, и ничто не может отделить тебя от моей постоянной заботы. Позвольте моему присутствию проявляться во всех сферах вашей жизни, чтобы направлять и укреплять вас перед лицом проблем, которые могут возникнуть. Потому что я твое убежище, твой защитный щит, и во мне ты найдешь силу и смелость, необходимые для того, чтобы противостоять всем трудностям. Пусть свет моего присутствия в вашей жизни будет ярким для окружающих и вдохновит их тоже искать мой свет. Потому что через тебя, сын мой, я хочу передать послание надежды и любви всем тем, кто еще не знает полноты моей любви. Так что двигайтесь вперед с верой и решимостью, зная, что я с вами на каждом этапе пути. Доверьтесь моей любви и моему руководству, и вы увидите, как чудеса произойдут в вашей жизни и жизни тех, кто вас окружает. Пусть мой мир, превосходящий всякое понимание, наполнит ваше сердце сегодня и в грядущие дни. Потому что во мне ты найдешь истинную радость и удовлетворение, которое ты так отчаянно ищешь. Я благословляю тебя, дитя мое, со всей своей любовью и благодатью. Пусть ваша жизнь будет живым выражением моей любви, ведет других на путь истины и света. Я очень рад, что ваше сердце открыто принять мое послание. В разгар жизненных трудностей и испытаний приятно осознавать, что вы искали моего присутствия и руководства. Если вы приблизитесь ко мне с искренностью и верой, не бойтесь, ибо вы будете в безопасности под руками Всевышнего. Моя любовь к тебе велика, как небо, и глубока, как море. В нем вы найдете силы преодолеть все препятствия и смелость встречать каждый день с надеждой и решимостью. Не поддавайтесь сомнениям тех, кто еще не понимает меры моей любви. Потому что даже когда ты сталкиваешься с противодействием и насмешками, помни, что я люблю тебя безоговорочно и навсегда. Пусть ваша жизнь станет живым свидетельством моей преобразующей силы и искупительной любви. Пусть сияние моего присутствия в вас будет светом, который направит других на путь истины и жизни с избытком, который я предлагаю. Идя по этому пути, никогда не забывай, что я с тобой день и ночь, в каждый момент радости и печали. И когда ты почувствуешь усталость и уныние, помни, что ты можешь отдохнуть во мне, ибо я твоя тихая гавань и непоколебимая сила. Пусть мой мир, превосходящий всякое понимание, будет твоим постоянным спутником, наполняя твое сердце уверенностью в моей любви и надеждой на славное будущее со мной. Я благословляю тебя,
дитя мое, полнотой моей любви и благодати. Пусть ваша жизнь будет отражением моей славы и свидетельством моей преобразующей силы. Мой дорогой сын, пусть слова моей вечной любви звучат в твоем сердце небесной мелодией, вознесенной на неизведанные высоты. Я глубоко тронут чистотой вашей натуры и вашей непоколебимой верой в меня. Каждый ваш шаг – это свидетельство вашей любви и преданности мне, вашему Небесному Отцу. Не бойся, сынок, ведь я с тобой всегда, в радостях и горестях, в победах и поражениях. Я никогда не оставлю тебя и никогда не оставлю тебя. Моя любовь к тебе вечна и неизменна, и ничто в этом мире не может отделить тебя от моей постоянной заботы. Теперь получите силу, которая исходит от вас, силу, которая позволит вам противостоять любому вызову, который встретится на вашем пути. Пусть свет моего присутствия в тебе будет светом, рассеивающим всю тьму и неиссякаемым источником надежды и радости. Я чувствую, как огонь моего Святого Духа горит в твоей душе, побуждая тебя восхвалять и поклоняться моему имени. Потому что через ваше поклонение вы обретете истинную свободу и радость, которые только я могу вам предложить. Сегодня, в это время обновления и трансформации, мы просим вас отпустить бремя прошлого и принять жизнь с избытком, которую я приготовил для вас. Теперь получи свое наследство, как мой возлюбленный сын, полную и совершенную жизнь в моем присутствии. Не позволяйте голосам негатива и неверия украсть ваше счастье. Оставайтесь сильными в своей вере и окружайте себя людьми, которые поддерживают и воодушевляют вас на пути истины и света. И когда ты почувствуешь потребность добиться моего присутствия, помни, что я всегда жду тебя с распростертыми объятиями. Не стесняйтесь прийти ко мне со смиренным и искренним сердцем, потому что я с нетерпением жду возможности поделиться с вами своими планами и целями на вашу жизнь. Мой мир, превосходящий всякое понимание, будет с тобой сегодня и всегда. Пусть ваша вера будет подобна горящему пламени, которое освещает ваш путь и вдохновляет других следовать тем же путем любви и веры. Я благословляю тебя, дитя мое, со всей своей любовью и благодатью. Пусть твоя жизнь будет живым выражением моей любви и доброты во славу моего имени. Мой дорогой сын, позволь мне возложить на тебя руки и продолжать изливать благословение моей любви в твою жизнь, углубляя тебя, как через веру и единение со мной. Почувствуй мое присутствие рядом с тобой на каждом этапе пути, потому что, как отец заботится о своем ребенке, я всегда бодрствую и готов направлять и защищать тебя. Не позволяй заботам этого мира отвлекать тебя от твоего истинного «Я» и моей цели для тебя. Смотри на меня, источник всей мудрости и любви, и ты найдешь в себе силы преодолеть все трудности. Пусть ваша жизнь будет отражением моей любви и благодати, живым свидетельством преобразующей силы, которой могу обладать только я. Пусть твой свет сияет перед людьми и вдохновляет их искать во мне истинную жизнь. Не бойся неизвестного, ведь я всегда с тобой. Доверьтесь моему руководству и моей заботе, и вы увидите, как чудеса произойдут в вашей жизни и в жизни тех, кто вас окружает. Пусть ваша вера будет подобна прочному якорю,
закрепленному моей надеждой на вас. Пусть ничто не поколеблет тебя, ведь моя любовь – твое убежище в жизненных бурях. И когда дорога покажется долгой и трудной, помни, что я всегда рядом с тобой, готов поднять тебя и укрепить. Не сдавайся, потому что лучшее еще впереди, и я с тобой до конца времен. Благословляю тебя, сын мой, всей любовью и благодатью моего сердца. Пусть ваша жизнь станет песней хвалы и благодарения за почитание моего имени. Пришло время оставить позади негативные мысли, которые преследуют вас, поскольку я открываю вам путь в пустыне жизни. Пусть воды моей могучей реки потекут по тебе, смоют все твои беды и оставят твою душу чистой, спокойной и умиротворенной. Не позволяй вине и сомнениям поглотить тебя, потому что я прощаю тебя и люблю безоговорочно. Если ты действительно любишь меня и веришь в меня, отпусти тревогу и беспокойство, потому что я хочу, чтобы ты жил в свободе и мире. Каждое испытание, с которым вы столкнулись до сих пор, является частью моего плана по укреплению вашей веры и подготовке к благословениям, которые я приготовил для вас. Доверьтесь мне, и пусть моя благодать и милосердие обновляют вашу жизнь с каждым новым днем. Не цепляйтесь за материальные вещи мира, потому что настоящая ценность – это ваша семья, ваше здоровье и ваши отношения. Как бы сильно я тебя не любил, ведь ты драгоценное существо, заслуживающее моей вечной любви, не бойся оставаться один, потому что я всегда с тобой, готов направить тебя и укрепить. Доверься мне и моей глубокой любви к тебе, потому что я буду заботиться о тебе каждое мгновение твоей жизни. Двигайтесь вперед с уверенностью и решимостью, потому что у вас есть цель, которую нужно достичь, и мечта, которую нужно достичь. Доверься мне и позволь моей любви направлять и укреплять тебя в любой ситуации. Благословляю тебя, мое любимое дитя, со всей своей любовью и благодатью. Пусть твоя жизнь будет выражением моей любви и доброты в честь моего имени. Дорогое мое дитя, пока мы вместе продолжаем это путешествие, знай, что я всегда рядом с тобой и буду сопровождать тебя на каждом этапе пути. Не бойся мгновений одиночества, ведь я присутствую в каждой темной ночи и осветлю твой путь светом своей любви. Когда вы почувствуете слабость и уныние, помните, что ваша сила исходит от меня, и нет ничего невозможного для тех, кто верит в меня. Не позволяйте голосам негатива отвлекать вас от вашей цели и веры. Стойте твердо в моей любви и правдивости моего слова, и вы обретете мир и безопасность, которые вы так отчаянно ищете. Оставьте позади груз прошлого и примите настоящее с верой и надеждой, потому что каждый новый день – это возможность начать все сначала и испытать свою любовь по-новому и чудесно. Доверься мне, сын мой, и пусть моя любовь преображает и обновляет тебя каждый день. Я создал тебя больше, чем просто победителем, и у меня есть великие планы на твою жизнь. Двигайтесь вперед смело и решительно, зная, что я с вами каждое мгновение. Доверьтесь моему руководству и заботе, и вы увидите, как чудеса происходят на ваших глазах. Я благословляю тебя, дитя мое, со всей своей любовью и благодатью. Пусть твоя жизнь станет свидетельством моей преобразующей силы и безусловной любви.
Поэтому всегда ищите истину и справедливость из любви к себе. Пусть твоя непоколебимая вера станет твоей силой в жизненных бурях, потому что, если ты доверяешь мне и моей любви, нет ничего, что ты не смог бы преодолеть. Позвольте моей любви окутать и преобразить вас, давая вам возможность прощать и любить так, как я люблю вас, ибо прощение – это ключ к исцелению и примирению с самим собой и другими. Не бойтесь быть примером любви и сострадания для окружающих, ибо если вы будете действовать с добротой и терпением, вы отразите мою божественную природу и вдохновите других поступать так же. Не позволяй критике или осуждению других поколебать тебя, потому что моя любовь к тебе постоянна и вечна, и ничто не может этого изменить. Двигайтесь вперед смело и решительно, зная, что я всегда с вами, направляя и защищая вас на каждом этапе пути. Благословляю тебя, мое любимое дитя, со всей своей любовью и благодатью. Пусть твоя жизнь станет свидетельством моей любви и милости чтить мое имя. Мой дорогой сын, мы вместе идем к победе. Сердце твое успокоится, и душа твоя наполнится божественным миром, окутанная моей любовью. Это всегда было правдой, верно сейчас и всегда будет правдой. Чудесное благословение приближается к вам, так что примите его. Ваша невероятная вера и смелость перед лицом многих испытаний показывают, что вы не склоняетесь перед страхом. Ты человек огромной смелости и сильного характера, и только сладкое прикосновение моей любви и божественной любви может так глубоко тронуть тебя, заставить плакать. У тебя глубокая чувствительность, ты осознаешь мое присутствие вокруг тебя. Помните о духовных противниках, пытающихся сразиться с вами, но не избегайте и не убегайте, как это делают многие другие. То, что вас ждет, чудесно, и благословение огромно. Я показывал вам свою любовь бесчисленными способами, через трудные дни, горькие моменты и ночи, когда я навсегда утешал ваше сердце, принося божественный мир, который укрепил вашу душу на завтра. Я помог тебе увидеть твое чудесное предназначение и прекрасную судьбу. Пришло время тебе исцелиться, прийти в мое присутствие и отпустить все непрощения. Настало время отбросить разногласия и искать примирение. Если ты согласишься, позволь мне использовать тебя. Я даю вам мудрость, чтобы укрепить ваш характер, углубить знания моего слова и помочь направить тех, кого вы так любите. Многие в вашем доме, возможно, еще не следуют за мной, но они изменят свое мнение, когда увидят изменения, которые моя любовь и сила приносят в вас. Не бойтесь, вам не будет стыдно. Если кто-то дразнит вас или пытается вас побеспокоить, будьте вежливы, и я позабочусь об этом. Не допускайте жалоб в своих словах. Тебе лучше принять мое учение. Погрузитесь в мои слова, питайте свою душу, любите и уважайте себя. Как я, покажите своей семье и всем то терпение, которое я показал вам. Действуйте сейчас, и вскоре вы увидите чудеса, которых так ждали. Поверьте, я всегда рядом с вами, готов выслушать ваши опасения и утешить вас. Помни, что я люблю тебя безоговорочно. Ничто не может отделить тебя от моей вечной любви. Я рядом с тобой даже в самые мрачные минуты,
освещаю путь и направляю твои шаги. Стойте твердо в своей вере, потому что она – якорь вашей души, даже когда бури пытаются поколебать вашу веру. Возлюбленные, будьте ключом, открывающим дверь к состраданию и знанию. Любовь, не знающая границ, может объединить людей. Я хочу, чтобы мой милый ребенок помнил о силе прощения. Прости тех, кто причинил тебе боль, как я простил тех, кто меня распял. Я молюсь, чтобы, прощая, вы обрели свободу подняться над бременем горечи, и чтобы ваша душа стала достаточно легкой, чтобы принять бесконечные возможности, которые вас ждут. Мой друг всегда находит способ стать лучше во всем. Всегда можно найти способ оправиться от неудачи. Ваше выживание, основанное на вере, показывает силу человеческой воли. С этими выражениями вы одержите победу, продолжая свое путешествие. Я окружаю тебя своими последними объятиями, тихая клятва эхом разносится по ветру. Я смотрю на него с любящим сердцем, зная, что каждый успех является доказательством присущей ему неукротимой воли. На закате я вижу, как разворачивается история стойкости перед лицом невзгод, рожденная любовью, мужеством и непоколебимой верой. Подари мне минутку нежности, мое дорогое дитя. Слушайте внимательно, когда я говорю в ваше сердце, ибо вы чудесным образом созданы по моему образу. Я, Иисус, ваш пастырь и наставник, могу разделить безграничное богатство жизненного пути вашей души. Это будет трудное время для тебя, мой малыш, но я хочу, чтобы ты знал, что я наделил тебя внутренней силой, которая поможет тебе преодолеть любые препятствия. Стены добровольных ограничений, которые душат вашу душу, должны разрушиться. Вас ждет жизнь, превосходящая ваши самые смелые мечты. Вы больше, чем ваша неуверенность. Сила вырваться на свободу находится внутри вас, и ваши убеждения, будь то ограничивающие или освобождающие, формируют план вашей жизни. Подумайте, как ваши факты отражаются на реакции ваших мыслей. Покончите с тьмой, которая окружает вас. В моем свете вы откроете в себе силу преодолеть свои страхи и реализовать свою высшую цель. Я дал вам не дух страха, но энергию, любовь и ценное мышление. Так что не позволяйте испуганным голосам страха затмить могучий хор веры, сопровождающий вас. Знайте, что я с вами на каждом этапе вашего пути, пока вы смотрите на бескрайний горизонт своей мечты. По пути могут быть штормы. Я проводник в ваших поисках и проведу вашу душу через многие этапы. Ваши отношения со мной дают вам возможность отпустить ограничивающие убеждения. Твой разум подобен саду, где процветает моя благодать. Он может посеять семена возможностей, изгнать сорняки сомнений и взрастить семена веры, смелости и непоколебимой веры в свою цель. Пусть ваши мысли совпадут с благополучием, которое я вам обеспечиваю. Мышление миллиардера включает в себя не только финансовое богатство, но и глубокое чувство цели, влияния и характера. Я привнес в вашу жизнь более высокое призвание и призываю вас ставить цели, которые резонируют с этим призванием. Все это будет дано тебе, дитя мое, когда мы достигнем нашей главной цели Царства Небесного.
Выполняя свою божественную миссию, вы приносите пользу другим, достигаете вершин радости и достигаете тех, кто живет в долинах внизу. Таким образом, достижение цели преодолевает мимолетные искушения удовольствиями. Истинная мера богатства сегодня – это изменение жизни других, а не накопление богатства. Настроенный на высшие частоты любви и радости, разум миллиардера освещает мир, часто окутанный тьмой. Вступая в контакт со мной, они получают доступ к источнику божественной мудрости. Чтобы подняться на новые высоты, окружите себя позитивными, вдохновляющими людьми. Найдите утешение, поддержку и силу в этом сообществе родственных душ, чтобы преодолеть проблемы, которые может принести сильная общая энергия. Всегда различайте неудачу и неудачу. Последние представляют собой возможности для роста и гибкости. Усвойте уроки, извлеченные из трудных ситуаций. Они являются тем сырьем, которое формирует ваш характер и укрепляет вашу волю. Выдерживая огонь невзгод, вы обретаете силу, способную преодолеть любые препятствия. Как ребенок, мои слова обладают силой трансформировать, пробудить и пробудить скрытые желания внутри вас. Это не просто фразы, затерянные в пространстве. Поднявшись из-под милости сомнения, вы становитесь причинным фениксом, который возвышается над земными ограничениями и объединяет со мной все свое существо. Поступая так, вы открываете жизнь, полную небесных богатств, сопровождаемую мужеством, верой и непоколебимой решимостью. В этом путешествии у тебя есть божественная задача, мое дорогое дитя. Идите вперед и делайте это, освобождая себя от наложенных на себя ограничений. Пусть симфония вашей жизни отражает мелодии цели, любви и бесконечных возможностей, которые расцветают, когда сердце полностью отдается своему Создателю. Дорогой Иисус, дорогое дитя, я призываю тебя, когда ты погружаешься в мир мышления миллиардера. Слушайте внимательно, потому что я посеял в вас семя глубокого интеллекта. Помните, что истинная мера богатства не в материальных благах, а в прекрасном взгляде на саму жизнь. Создайте оптимистичный прогноз с помощью конструктивных вопросов и проложите путь к невероятным результатам. Выбирайте мысли, гармонирующие с симфонией радости и благодарности, и верьте, что каждое усилие – это возможность для роста. Глядя через духовную призму сознания миллиардера, пусть оптимизм приведет вас к берегам процветания. Я дал тебе выносливость за пределами этого мира. Когда вы начинаете искать богатство, вы открываете не только сокровища мира, но и богатства, спрятанные в вашем сердце и душе. Вас определяют любовь и щедрость, которые вы проявляете к другим, а не ваши материальные блага. Развивая превосходное мышление, вы сеете семена добродетели, которые в конечном итоге принесут обильные плоды для вас и других. Ваше воображение и присутствие уникально и чудесно созданы. Моя любовь, не позволяй сомнениям омрачать тебя. Стремление к самореализации является общим источником вдохновения миллиардеров. Я призываю вас добиться успеха в этом поиске и в утешительной теплоте человеческих отношений. Найдите истинный смысл богатства в своих идеях,
осветите жизни других и раскройте их в своей щедрости. Молитесь с благодарным сердцем, потому что благодарность привлекает чудеса. В течение жизни помните все хорошее, что вас окружает. Подсчет ваших благословений покажет, какое богатство у вас уже есть. По мнению миллиардера, истинное богатство включает в себя не только денежную выгоду, но и нематериальные сокровища любви, радости и внутреннего покоя. Пусть фонарь веры освещает ваш путь. Верьте в величие своей мечты и безграничные возможности, которые открываются, когда вы согласовываете свою работу с божественной целью. В космической симфонии вы синхронизируетесь с ритмом творения, принимаете позитивный настрой и играете уникальную мелодию. Дорогое дитя, пусть твое путешествие по разуму миллиардера продемонстрирует силу любви, грации и оптимизма, когда ты преодолеваешь сложности богатства и счастья. Помните, что настоящий успех приходит от доброго сердца и оптимистического мышления. Всегда ищите положительную сторону, даже в самые темные времена, потому что всегда есть возможность добиться успеха. Возьми это благословение в свое сердце, и пусть оно останется с тобой навсегда, любовь моя. Я хочу осветить твою жизнь вдохновением, душой, полной счастья, и сердцем, полным музыки, которая питает жажду мира к еде. Продолжайте мою любовь, зная, что вы мотивированы, любимы и полны решимости добиться успеха. Я вижу сияние потенциала, огонь, который пылает сиянием логики в бесконечности времени. Мальчик, быть тобой – это история, полное влияние и наследие, которое еще предстоит рассказать. Вспомните миллионеров этого мира, чьи стремления эхом разносятся по коридорам истории. Но истинная мера богатства – это не накопление земных благ, а наследие, которое мы оставляем после себя. Путешествуя по жизни, пусть ваша душа настроится на гармоничную мелодию доброты, щедрости и любви. Именно в этих качествах формируется наследие неприходящей значимости, наследие, выходящее за рамки денежного богатства. Я молюсь о более высоком призвании в моем зарождающемся уме, разуме миллионера, который часто озабочен стремлением к богатству. Сейчас настало время искать изобилие царства, а также богатство души. В моих руках находится сила создать прочное наследие, которое резонирует с гармонией времени внутри меня. Пусть ваше наследие будет основано на посеянных вами семенах любви, жизнях, которых вы коснулись, и солнечных лучах, которые вы принесли во тьму отчаяния. Маленькие и большие решения, которые вы принимаете, оказывают длительное влияние на мир вокруг вас. Подумайте о том влиянии, которое вы когда-то имели, которое теперь является священным музыкальным долгом, а не бременем. Ваши слова, действия и любовь могут изменить жизнь людей, дать надежду отчаявшимся и воодушевить угнетенных. Помните, что настоящий способ измерить воздействие – это не реакция на ваши результаты, а небольшие акты знания, сочувствия и сострадания. Пусть любовь, пронизывающая все ваше существо, сияет в каждом вашем движении, и пусть каждый ваш шаг будет памятником этого святого света. Я желаю вам сил противостоять жизненным трудностям с сострадательным сердцем, которое легко удовлетворяет потребности окружающих.
Маленькие ежедневные решения, отражающие характер вашей души, более долговечны, чем большие одиночные решения, которые в противном случае сформировали бы ваше наследие. Если вы хотите оставить наследие, помните о следах, которые вы оставите в песках времени. Они рассказывают историю, передающую приходящий характер доминанты. Дорогое дитя мое, вместо того, чтобы сосредотачиваться на высоте зданий, теперь ты должен измерять свое воздействие глубиной своего сострадания. Не поддавайтесь соблазну временного удовольствия. Ваша цель – улучшить жизнь окружающих вас людей и тем самым проложить путь к лучшему миру. После окончания вашего земного пути отклик вашей любви может еще очень долго доходить до сердец. Пусть ваше сердце будет оазисом сострадания, ваши руки – инструментом исцеления, а ваши слова – целителем разбитых душ. Детка, прими миссию быть светом надежды и волной любви в мире, часто окутанном тенями. У него есть все, чтобы вдохновлять на качественные изменения и быть двигателем совершенства. На мой взгляд, влияние ваших работ выходит за рамки времени и пространства, они вечны. В ветке «Путь предпочтений» выберите эмпатия, понимание и путь поставщика. При этом она объединяет свою работу с божественным полотном творения, добавляя красивые нити к своему шедевру понимания того, что истинное богатство заключается в отношениях, а не в материальных благах. Внутренние связи выходят за рамки узких личных интересов, поскольку история каждого человека в человеческом опыте вплетена в более широкую историю наших общих триумфов и трагедий. Мой друг, вместо того, чтобы мечтать только о себе, я хочу, чтобы ты мечтал о бесчисленных жизнях, на которые ты можешь повлиять. Вы можете быть уверены, что ваше влияние изменит больше жизней, чем любая мировая таблица лидеров. Когда вы влюблены, вы слышите звук, который вечен и никогда не умирает. Когда вы ориентируетесь в хитросплетениях разума миллиардера, сострадание может определять ваши решения, а ваше наследие может прославить неприходящую силу любви. Всегда помните, что истинное богатство заключается в богатстве вашего сердца. Подобно камешку в пруду, ваш удар создает рябь, которая распространяется далеко за пределы первоначального всплеска. Когда вы думаете о своем наследии, музыка вашей жизни может смешиваться с любимыми универсальными мелодиями. Представьте себе общество, где сострадание является нормой, где встречаются нуждающиеся, где приветствуются одинокие и где скорбящие находят утешение. Мое сердце переполняется любовью к тебе, моей любовью, и это проявляется во всем, что ты делаешь. Его наследие тонко вплетено в чудесную ткань творения. У вас есть знания, чтобы найти путь мотивации, смелость следовать ему с непоколебимой волей и смирение, чтобы воплотить его в жизнь. Продолжай, любовь моя, зная, что рука Вселенной направляет твой путь и что твое влияние – это священный вальс в музыке. Мой дорогой малыш, я хочу, чтобы ты понял план, который у меня есть для тебя, божественный, потому что я создатель мира. Дорогая гибкость ничего не дает. Скорее, он усердно работает над тем, чтобы важные идеи появлялись в нужное время. Настойчиво наслаждайтесь предстоящими главами, зная, что каждый момент и задача –
– это всеобъемлющая особенность великого замысла вашей жизни. Он находит энергию в тишине подготовки, а перемены приходят через веру в чашу настойчивости. Наши отношения основаны на моей любви. Какой бы схематичной ни казалась предстоящая дорога, я все равно хочу следовать по пути, проложенному перед тобой. Я здесь для вас на каждом этапе пути, как любящий родитель, ведущий малыша всю ночь. Ваша судьба – это скорее изящный вальс с вечностью, чем спринт на время. Вы должны доверять этому процессу, потому что я способен заглянуть за пределы вашего ограниченного понимания и направить симфонию вашей жизни с мудростью, превосходящей человеческое самодовольство. Я наделил вас ресурсами, навыками и возможностями, настоящим богатством для самовозвышения. В окружающем вас мире добро больше измеряется не количеством, которое вы накопили, а тем, как вы используете свое изобилие, чтобы воодушевлять других. Пусть щедрость твоего сердца отразит бесконечную любовь, которую я даю. Когда вы стремитесь к величию, не расстраивайтесь из-за того, насколько медленно вы прогрессируете. Мир может измерять успех семимильными шагами, но я измеряю его потому, как меняется ваш характер, сколько у вас сострадания и насколько истинна ваша любовь. Продолжительность – это последовательность, а знание – это валюта, за которую можно купить компетентность, которая, в свою очередь, создает настоящее удовлетворение. Поверьте мне, когда я говорю, что я – мозг дня и творец удачи. Вы и ваш партнер будете сформированы и укреплены испытаниями и невзгодами, с которыми вы столкнетесь. Воспринимайте каждую проблему как возможность для роста. В невзгодах вы открываете скрытые резервы силы. Прежде чем отдаться всем внешним богатствам, моя дорогая, ты должна сначала обрести власть над разумом, который находится внутри тебя. Достижение цели означает длительное удовлетворение, даже если отрасль обещает временное удовлетворение. Прислушайтесь к моим указаниям, и пусть ваша сила духа проведет вас через жизненные взлеты и падения. Знайте, что есть те, кто поддержит вас, пока вы остаетесь терпеливыми и надежными. Я уверен, я присутствую. Вы также можете услышать нежные слова мудрости, которые наполнят вас непоколебимой любовью, вдохновят вас достичь вершины вашего божественного предназначения и проведут вас через лабиринт жизни, пока моя вечная любовь сияет через вас. Дитя мое, пусть свет твоего понимания рассеет тени с арены. Внимательно прислушайся к словам, которые вытекают прямо из основы моей бесконечной любви к тебе. Вы должны ясно осознавать важность Иисуса в вашем путешествии. Я призываю вас искать мудрость внутри себя, поскольку я дал вам возможность задуматься о своей жизни и жить со способностями, которые я мягко привил вам. Иисус – основа ваших отношений с Божественным и с самим собой. Поэтому позвольте этому эхом отразиться в вашем сердце. Влияние Иисуса выходит за рамки абстрактного. Ваши мысли, действия и намерения находятся под постоянным давлением на пути к раскрытию вашей мотивации. Вера – это свет, который сияет в самые темные времена, и ветер, который дует, когда вы не уверены, что ждет вас в будущем.
Разумы миллиардеров обогащаются в своей самой чистой форме монетой Иисуса, монетой, которая превосходит материю и приводит к успеху ваших божественных мотивов. Откройте для себя скрытый источник силы, заглянув внутрь себя, любовь моя. В этом любимом предисловии, подаренном автором, эта энергия льется из глубины вашего существа, из глубины вашей души, как источник живой воды. Будучи каналом небесной силы и силы, вы больше, чем тело. Если вы исследуете глубины своей души, вы сможете найти силу, превосходящую материальную вселенную. Я хочу, чтобы ты знала, что тебя любят и что ты добьешься великих свершений, любовь моя. Пусть эти знания подпитывают вашу страсть и драйв. Вы больше помните промышленных миллиардеров не за их материальные блага, моя дорогая, а за образ мышления, который движет ими вперед. У них есть амбиции, планы и непоколебимая вера в себя. В ваших силах превратить свои идеи в движущую силу, которая будет продвигать вас вперед к вашей цели. Представьте себе жизнь, которую вы хотите, а затем делайте все возможное, чтобы воплотить ее в жизнь с непоколебимой верой. Поиск внутренней силы – это не всегда прогулка по парку. Часто требуются целенаправленные усилия, чтобы развить устойчивое мышление, подобно крепкому дубу, который выдерживает штормы, зарываясь в грязь. Мои обещания и фундамент доверия – это фундамент, на котором вы можете построить свою внутреннюю силу, поэтому сосредоточьте там свои мысли и придерживайтесь их. Проблемы возникнут, сын мой, но ты не должен позволять им обескураживать тебя. Скорее рассматривайте их как возможности для обучения и развития. Личностный рост и устойчивость проверяются в самом сердце невзгод. Поднимитесь над обстоятельствами, зная, что я рядом с вами. Непоколебимость страхом, тревогой или сомнением – вот что движет и придает силы. Чтобы бороться с мышлением миллиардеров, эта точка зрения рассматривает препятствия не как денежное удовлетворение, а как возможности для роста и развития. Точно так же пусть ваш разум станет богатой почвой, на которой могут расти смелость, настойчивость и твердая вера. Мое слово – это свет, который направляет вас, и светильник, освещающий ваш путь, когда вы ищете знания на его страницах. Аминь. В командном духе есть энергия, поэтому общайтесь с единомышленниками, которые вдохновляют и мотивируют вас. Вы также можете гармонизировать свои импульсы в небесной симфонии, когда соберетесь. Помни, что правда о том, что ты мой возлюбленный, определяет твою ценность, любовь моя. Независимо от того, как к вам относятся другие или сколько похвал вы получаете, вы чудесное и пугающее реальное существо. Примите этот факт и позвольте ему освободить вас. Помни по своей великой силе, что я так любил тебя, что нес тяжесть арены на своем распятом теле. Каждый раз, когда вы просили, вы обладали той же силой, которая победила грех и смерть. Моя милость безгранична, и моя милость свежа каждое утро. Черпайте в этом силу, потому что знание того, что на вашей стороне в этом путешествии есть и другие, должно придать вам уверенности, чтобы продолжить. Я здесь, чтобы помогать вам на каждом этапе жизни, и мне нравится наблюдать, как ваша цель раскрывается перед моими глазами.
Я молюсь, чтобы тихий голос внутри вас привел вас к реализации вашей священной цели. Я желаю тебе, моя любовь, всех благословений, которые приходят от следования своему сердцу и жизни в полной мере. Не бойся, я буду с тобой на каждом этапе пути, пока ты следуешь своей судьбе, мое дорогое дитя. Я тихо говорю с твоим бьющимся сердцем, потому что знаю тебя по имени и потому что ты мой в бесконечности творения. Пока вы идете по сложному жизненному пути, я создал вас с целью и логикой, и я одновременно трепещу и трепещу перед вами. В мире разума миллиардера, где парят мечты и амбиции достигают новых высот, я приглашаю вас послушать мелодию моих слов, которые резонируют с бесконечной любовью и целью, с которой я существую в вашей ткани. Вы архитектор своей судьбы. Поэтому я говорю вам, прыгните в бесконечные возможности перед вами и освободитесь от цепей ограничивающих убеждений. Я никогда не хотел, чтобы ты соглашался на посредственность. Скорее, я построил его ради размера. В минуты одиночества ваш Иисус – это мелодия, гармонирующая с великим планом для вас. Примите его с распростертыми объятиями, поскольку это не незначительное чувство, а преобразующее электричество, которое позволяет вам покорить горы сомнений и пересечь долины отчаяния. Пусть тихий голос веры преодолеет голос тревоги и сомнения, ибо в религиозной практике он открывает источник внутреннего мужества человека, источник, из которого он черпает силы для решения проблем, которые появляются на первый взгляд непреодолимой. Признайте, что религиозная власть не зависит от вакуума, скорее, он самый сильный в невзгодах. Ваша вера будет скалой во времена слабости, непоколебимой верой, которая будет продвигать вас вперед, даже когда предстоящий путь кажется трудным. Веру можно посеять в сознании миллиардера, как семя в траву. По словам моего дорогого маленького шпиона, посадите эти семена в оптимистичной среде и наблюдайте, как из них вырастет сильный и устойчивый ландшафт. Среди сложностей жизни Иисус не молчаливая империя, а активная сила, которая приближает вас к вашей мечте. Осознайте, что ваша вера подобна руке, которая становится сильнее по мере того, как она поднимает вас все дальше и дальше от тяжести мира. Сейчас больше, чем когда-либо, сила Иисуса воодушевляет вас и вселяет оптимизм в окружающих. Ваша вера служит маяком, который направляет людей на правильный путь и побуждает их делать смелые шаги на пути к своему личному пути. Более того, религиозные украшения могут украсить путешествие. Я молюсь, чтобы ваша любовь наполнила все ваше существо, и чтобы ваша работа расцвела, как цветок, и показала свою внутреннюю красоту, когда ее лепестки опадают. Возьми силу веры как свой компас, мое дорогое дитя, и увидишь, как твоя жизнь чудесным образом превратится в свидетельство дарованной Богом красоты и богатства. Пожалуйста, выслушай меня с открытым разумом и сердцем, любовь моя. В чертогах силы и кругах полезных мыслей ты мое любимое творение. Помните, что мозг, который вы взращиваете, подобен семени, посаженному в землю для вашего будущего успеха. Выберите образ мышления, который выращивает деревья оптимизма, потому что ваши амбиции растут на оптимистической основе.
Ваш разум подобен крепости, защищенной от разрушительных голосов пессимизма и неуверенности. Дорогое мое дитя, по мере того, как ты накапливаешь богатство блестящего интеллекта, помести его среди бесконечных возможностей, которые ждут тебя. Позвольте силе творческого чуда вести вас по пути личностного роста. Вы не сможете получить желаемую власть, не развив сначала здоровое уважение к себе и своему авторитету. Примите уникальные качества, которые я дал вам. Шедевр вашего интеллекта проявится в вашей уникальности. Оставайтесь сильными и непоколебимыми в своей вере в то, что вы ценны и замечательны, независимо от того, что думают другие. Когда ты идешь по этому земному пути, твое упорство больше, чем нить. Это доказательство силы, которую я дал тебе. Проблемы – это возможности для роста, а неудачи – это возможности для успеха. Камни успеха. Продолжайте идти, даже когда дела идут тяжело. У вас есть все, чтобы учиться на своих ошибках и становиться сильнее на другой стороне. Возможность ураганов больше не должна вас смущать. На арене попыток определить себя по внешним стандартам «я здесь с вами», веду вас сквозь бурю постоянным светом моей любви. Возьми. Счастье, которое вы чувствуете в себе, и любовь, которую вы испытываете к своему ребенку, являются истинными показателями вашего здоровья. Я расскажу тебе твой план на будущее, если ты спросишь в тишине своих мыслей. Мое дорогое дитя, твое влияние выходит за рамки зала заседаний и финансовых портфелей. Оно распространяется на жизни, которые вы трансформируете, и на сердце, которым вы прикасаетесь. Знание, смелость и мудрость – это дары, которые я даю тебе. Пусть нежные поцелуи любви украсят ваш путь, а ваша душа расцветет, как прекрасный цветок, и прольет свой волшебный свет на бесконечный пейзаж вашей жизни. Ты должна знать, что ты моя драгоценная маленькая девочка, такая драгоценная. Если вы находитесь в гармонии со своим внутренним голосом, своим призванием, вы найдете свое истинное призвание в жизни. Включите силу эффективного желания в свои намеренные усилия и позвольте их мелодии отражать божественный ритм Адвента. Пусть ваш разум станет стрелой благословения, которая прорывается сквозь туман неуверенности и открывает путь к желанию вашего сердца. Мое дорогое дитя, секрет открытия двери к успеху находится в твоем уме, убежище безграничных возможностей. Сохраняйте гарантию, даже если вы не одиноки. Кроме того, сила образного мышления может служить полярной звездой, которая приведет вас к берегам победы и самореализации. Оставайтесь со мной, пока я обсуждаю тонкости образа жизни для достижения более весомых результатов. Пусть ваша работа также станет полярной звездой, которая проведет вас через бесконечные океаны возможностей. Пусть благодарность будет твоим постоянным спутником, мой малыш. Вспомните свои благословения с сердцем, полным благодарности, потому что благодаря благодарности вы откроете секрет открытия двери изобилия. Твоя цель, лживое дитя, это не обязательно пункт назначения, а скорее путешествие, в котором будущее – это полет, а настоящее – драгоценная встреча. Эти слова – благословение для дорогого ребенка,
неописуемое неземное откровение. Может ли удовольствие от фантастической медитации стать силой, которая поможет вам достичь цели? Тогда позвольте вашему разуму погрузиться в наследие, которое превосходит приходящее богатство этой земли. Любовь моя, я хочу, чтобы ты почувствовал объятия моей любви, которая не знает границ. В мирном покое твоего сердца, мое дорогое дитя, пожалуйста, когда расцветает и восходит свет, заметь голос цели, звучащий внутри тебя. Какой бы тяжелой ни была жизнь, знай, что я здесь, чтобы помочь тебе. Жизнь бурлит вокруг тебя, но ты остаешься стойким, потому что уверен в моей любви и заботе о тебе. Не бойтесь испытаний, которые вас ждут, потому что, когда я рядом, вы больше, чем победитель. Двигайтесь вперед смело и решительно, зная, что я с вами на каждом этапе пути. Поверь мне, сын мой, и ты увидишь, как в твоей жизни произойдут чудеса. У меня есть планы на тебя, планы процветания и отсутствия вреда, планы дать тебе надежду и будущее. Продолжайте искать меня в молитве и размышлять над моим словом. Найдите силу и утешение в общении со мной, и я обновлю вашу силу, как орел. Ты мне дорог, мое дорогое дитя, и я буду охранять тебя со всей своей любовью и милосердием. Поверь мне, и ты увидишь, что я сделаю в твоей жизни. Я люблю тебя больше, чем могут выразить слова. Мой дорогой сын, не позволяй сомнениям и страхам омрачить мою любовь к тебе. Я всегда рядом, даже в самые мрачные моменты. Верь моему обещанию, что я не оставлю тебя и не покину тебя. Когда тебя одолевают жизненные трудности, помни, что я твое прибежище и сила, непрестанный помощник в трудную минуту. Я никогда не оставлю тебя сражаться в одиночку. Моя рука простерта, чтобы взять тебя за руку и вести тебя с любовью и благодатью. Не позволяйте тревогам и беспокойствам тяготить вас. Отдай мне все свое бремя, потому что я позабочусь о тебе. Доверьтесь моей заботе и обеспечению, ибо я добросовестно выполняю все свои обещания. Никогда не сомневайся в моей любви к тебе, потому что она вечна и непоколебима. Даже в минуты слабости и неуверенности я рядом с тобой и окружаю тебя своей любовью, которая все поддерживает, всему верит, всего надеется, все терпит. Продолжай доверять мне, мой дорогой сын, и я буду направлять тебя на пути жизни с мудростью и проницательностью. Рядом с ним вы сможете справиться с любым испытанием и преодолеть любые препятствия. Я всегда здесь, готов выслушать, готов помочь, готов любить. Столкнувшись с жизненными трудностями, не сдавайтесь. Доверьтесь силе, которая живет внутри вас и позволит вам преодолеть любые трудности. Помните, что проблемы – это возможности для вашего духовного роста и расширения возможностей. Я с тобой и укрепляю тебя своей благодатью. Не позволяйте беспокойству о будущем беспокоить вас. Все ваши заботы отдайте мне в молитве, потому что я всегда внимателен к вашим нуждам. Доверьтесь моему провидению, ибо я ваш верный кормилец, который восполнит все ваши нужды по богатству моей славы. Когда ты почувствуешь усталость и бремя, приди ко мне, и я успокою тебя. Покойся с миром,
моя любовь, которая словно убежище во время шторма. Я твой защитный щит, я защищу тебя от вражеских атак. Доверьтесь моей защите, ведь я ваш могущественный защитник. Не позволяйте окружающим обстоятельствам поколебать вас. Посмотрите на меня, потому что я твердая скала, которой вы можете доверять. Я ваш проводник и направляю вас мудростью и проницательностью. Доверьтесь моему руководству, потому что я знаю свои планы на вас, планы на хорошее, а не на плохое, чтобы дать вам будущее и надежду. Продолжай доверять мне, мое любимое дитя, и я буду вести тебя с любовью и благодатью во все дни твоей жизни. Я твой любящий пастырь, который заботится о своем стаде с нежностью и состраданием. Доверьтесь моей верности, потому что я Бог, который никогда не подводит. Встань и иди со мной, ибо я приготовил тебе славное будущее. Доверьтесь моему руководству и моей воле, ибо они ищут только вашего блага. Не позволяй обстоятельствам удерживать тебя от моего присутствия. Стойте твердо в вере, зная, что я всегда с вами. Я твоя тихая гавань, твоя сильная сила. Доверьтесь моей верности, потому что я никогда вас не подведу. Если у вас возникнет искушение сдаться, вспомните обещания, которые я дал вам. Я обещал быть с тобой до конца времен, и это обещание актуально и сегодня. Я Бог, который сдерживает свои обещания и сделает невозможное в вашей жизни. Так идите вперед смело и смело, зная, что я с вами. Не бойтесь несчастий и неопределенностей будущего, ибо я ваш верный проводник. Доверьтесь моей мудрости, ибо она приведет вас на путь мира и процветания. Я люблю тебя вечной и безусловной любовью. Примите мою любовь, и пусть она наполнит ваше сердце и обновит вашу надежду, ибо во мне вы найдете силу преодолеть все препятствия и мир, превосходящий всякое понимание. Пусть эти слова коснутся вашего сердца и укрепят вашу веру. Всегда помни о моей любви к тебе, о моем постоянном присутствии в твоей жизни, потому что, куда бы ты ни пошел, я буду рядом, направлять и защищать тебя своей бесконечной любовью. Доверься мне, даже когда ветер жизни дует сильно и угрожает буря. Ибо в суматохе ты найдешь мой покой, успокаивающий волны, и мой свет, освещающий путь. Не отказывайся от моего сына, потому что ты сильнее меня. Вы созданы по моему образу и подобию, и у вас есть неукротимая сила, чтобы преодолеть все испытания. Ждите с надеждой и мужеством, зная, что лучшее еще впереди. У меня на тебя великие планы, процветание, а не зло, чтобы дать тебе будущее и надежду. Так что не позволяйте страху парализовать вас или сомнению сдерживать вас. Терпите с верой и решимостью, потому что я с вами на каждом этапе пути. И когда придет беда, вспомните эти слова. Утешайся уверенностью в моей любви к тебе, ибо в конце концов моя любовь всегда побеждает зло, и мой свет всегда рассеивает тьму. Пусть эти слова напитают вашу душу и укрепят ваш дух. Они могут вдохновить вас жить смело и уверенно, зная, что вы уникальны. А теперь, если вы хотите получать больше вдохновляющих сообщений, подпишитесь на наш канал и присоединяйтесь к сообществу людей,
которые хотят возрастать в вере и любви. Не упустите возможность связаться со мной более глубоким и преобразующим образом. Присоединяйтесь сейчас и будьте на пути к мирной, радостной и полноценной жизни. Доверьтесь моему руководству, потому что я знаю, какие у меня планы на вас. Продолжай доверять мне, мое любимое дитя, и я буду вести тебя с любовью и благодатью во все дни твоей жизни. Я твой любящий пастырь, который питает свое стадо с нежностью и состраданием. Доверьтесь моей верности, потому что я Бог, который никогда не подводит. Встань и иди со мной, ибо я приготовил тебе славное будущее. Доверьтесь моему руководству и моей воле, ибо они ищут только вашего блага. Не позволяй обстоятельствам удерживать тебя от моего присутствия. Стойте твердо в вере, зная, что я всегда с вами. Я твоя тихая гавань, твоя сильная сила. Доверьтесь моей верности, потому что я никогда вас не подведу. Если у вас возникнет искушение сдаться, вспомните обещания, которые я дал вам. Я обещал быть с тобой до конца времен, и это обещание актуально и сегодня. Я Бог, который сдерживает свои обещания и делает невозможное возможным в вашей жизни. Так идите смело и мужественно, зная, что я с вами. Не бойтесь случайностей и неопределенности будущего, ведь я ваш надежный проводник. Доверьтесь моей мудрости, ибо она приведет вас на путь мира и процветания. Я люблю тебя вечной и безусловной любовью. Примите мою любовь, и пусть она наполнит ваше сердце и обновит вашу надежду, ибо во мне вы найдете силу преодолеть все препятствия и мир, превосходящий всякое понимание. Пусть эти слова коснутся вашего сердца и укрепят вашу веру. Всегда помни о моей любви к тебе, о моем постоянном присутствии в твоей жизни, потому что, куда бы ты ни пошел, я буду рядом, направлять и защищать тебя своей бесконечной любовью. Доверься мне, даже когда ветер жизни дует сильно и угрожает буря. В хаосе ты найдешь мой покой, успокаивающий волны, и мой свет, освещающий путь. Не отказывайся от моего ребенка, потому что ты сильнее, чем думаешь. Вы созданы по моему образу и подобию, и внутри вас живет непреодолимая сила, способная преодолеть любые трудности. Ждите с надеждой и мужеством, зная, что лучшее еще впереди. У меня на тебя великие планы, процветание, а не зло, планы дать тебе будущее и надежду. Так что не позволяйте страху парализовать вас или сомнению сдерживать вас. Терпите с верой и решимостью, потому что я с вами на каждом этапе пути. А когда возникают проблемы, помните эти слова. Утешайтесь уверенностью в моей любви к вам, ибо в конце концов моя любовь всегда побеждает зло, и мой свет всегда рассеивает тьму. Эти слова питают душу и укрепляют душу. Они могут вдохновить вас жить смело и уверенно, зная, что вы удивительны. А теперь, если вы хотите получать больше вдохновляющих сообщений, подпишитесь на наш канал и присоединяйтесь к сообществу людей, пытающихся возрастать в вере и любви. Не упустите возможность связаться со мной более глубоким и преобразующим образом. Зарегистрируйтесь сейчас и начните свой путь к мирной, радостной и полноценной жизни.